Здравствуйте, это итоговая программа «В результате». Я Оксана Казанчева. Как обычно, по воскресеньям рассказываем о самых заметных событиях прошедшей недели. И вот на что стоит обратить внимание прежде всего. Проверить то, на что пошли федеральные средства. Профессиональный коллектив, одни из самых лучших специалистов, можно сказать, и в Центральном федеральном округе. Уроки, которые удивили полпреда президента в школе Сколково, и что Марат Зязиков пообещал врачам Тамбовского перинатального центра. На этой неделе Тамбовская область снова получила высокую оценку от руководства полпредства. В понедельник к нам с официальным визитом прибыл заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Марат Зязиков. Отправилась столичная делегация по уже привычному маршруту: школа Сколково и перинатальный центр. Новые социальные объекты, созданные с привлечением средств федерального бюджета, которыми сами гордимся. А тут к тому же приятное совпадение. В день визита Марата Зязикова как на заказ родились 5 мальчиков и 5 девочек. Заместитель полпреда президента в ЦФО отметил, что благодаря созданным условиям в регионе снижается младенческая и материнская смертность. И тут же поддержал идею о том, чтобы присвоить перинатальному центру в Тамбове статус межрегионального медицинского центра. Юлия Савушкина побывала на всех объектах вместе с официальной делегацией и узнала, какой урок преподали Марату Зязикову в школе Сколково и что он сказал тамбовским врачам. Школа Сколково-Тамбов – отправная точка путешествия. Ее стены приняли первых учеников всего полгода назад. Но и этого времени хватило для того, чтобы об этой школе заговорили далеко за пределами нашего региона. При разработке концепции этой школы мы ориентировались на IT-технологии. Поэтому здесь через все предметы явления IT-технологии проходят сквозное времени. Отличительной особенностью этой школы является то, что она работает у нас со всеми ведущими вузами. Она не похожа на те школы, к которым мы привыкли, но это не элитное учебное заведение. Ее ученики – обычные тамбовские дети, которые могут посетить не просто столовую, а интернет-кафе, где подают кислородные коктейли, которые имеют возможность совершенно бесплатно, не отрываясь от учебного процесса, заниматься в тренажерном зале и познавать науку, играя, например, на арфе без струн. Здесь у нас действует принцип пентатоники, то есть отсутствие полутонов. Поэтому каждый неискушенный музыкант может попробовать создать свою музыку. Если есть желающие, попробуйте. Все просто. Просто провести, да? Просто проведите, Да. Нормально. Приятно удивил заместителя полпреда президента и урок биологии. Правда, пройти тестирование вместе с учениками Марат Зязиков отказался. Поражаясь талантом школьников, пошутил, что может и не справиться. Покидая стены школы, Марат Зязиков, между прочим, доктор философских наук, пообещал поделиться с этим учреждением собственными книгами. А это значит, что все эти качества у учеников школы Сколково будут только приумножаться. А это уже то место, благодаря которому приумножается население региона – перинатальный центр. Между прочим, единственный из 15 в ЦФО, которые построили в срок. Вот уже 2 месяца здесь творят настоящие чудеса. При рождении этот кроха весил всего 410 граммов. И это при том, что масса в полкилограмма считается критической. В центре малыш заметно прибавил в весе и, согласно исследованиям, вырастет совершенно здоровым. А это Артем Артемович родился в один день с папой. Так спешил поздравить отца с днем рождения, что появился на свет немного раньше срока. Второй ребенок у меня очень поспешил родиться на свет. Родился с экстремально низким весом, килограмм 150 у нас было. Конечно, огромная благодарность всему персоналу перинатального центра. Они действительно спасли жизнь моего ребенка. Наталья Титова в профессии 25 лет, но не могла и подумать, что когда-нибудь сможет работать на подобной аппаратуре. Объемная реконструкция позволяет не только определять патологии на ранних сроках, но и как следует узнавать малыша еще до его рождения. Позволяет нам изучать не только внутри органы, но и делать поверхностную реконструкцию, в частности лицевой структуры. Вот видите, как смотреть хорошо. Видно, что все тут в порядке у этого малыша. Ну и плюс еще... Какой дополнительный, я уже говорила, повернули к женщине, показали ей, она посмотрела, познакомилась со своим ребеночком и очень даже довольна. Пациентками перинатального центра уже стали 154 женщины. Сейчас здесь 93 пациентки. Оборудование самое современное и суперточное. И при этом в основном отечественного производства. Все специалисты имеют международные сертификаты и регулярно проходят курсы повышения квалификации. Я его уже видел именно в этом исполнении, в таком суперсовременном, со всеми боксами, со всеми реанимационными палатами, отделениями. Вот. Другое дело, когда здесь мы увидели
действительно малышей, рожденных вот-вот, и увидели мам, счастливых мам. Они действительно нам, не только нам, а в первую очередь на руководство страны, что очень важно, президенту, правительству высказали слова благодарности. Сегодня мы видим то, что высококлассный здесь, высокопрофессиональный коллектив, одни из самых лучших специалистов, можно сказать, и в Центральном федеральном округе, можно даже сказать, и в нашей стране. Хотелось бы отметить, что вот только за эти сутки родилось 10 детишек. Из них 5 мальчиков, 5 девочек. Так будет и дальше. А дальше будет еще плодотворнее. По словам Александра Никитина, Тамбовский перинатальный центр может стать межрегиональным. То есть волшебники, работающие здесь, будут помогать мамочкам и малышам из Липецка и Воронежа, где пока нет таких перинатальных центров. Юлия Савушкина, Павел Юрасов, Николай Иванов, Илья Демин, Инга Андреева. Специально для итоговой программы «В результате».